Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу нового председателя Верховного суда Манану Делба, кандидатура которой была представлена президентом в парламент и единогласно утверждена депутатами. Рауль Хаджимба отметил важность работы, которую выполняют судьи. От качества их работы зависит не только авторитет судебной власти, но и всего государства в целом, подчеркнул президент. Рауль Хаджимба также отметил, что законность и неотвратимость наказания – основные задачи, стоящие перед судебными органами. Наступило время, когда структуру должен возглавить человек, который будет вести эту работу дальше и будет, несомненно, продолжать те традиции, которые важны для государства, для структуры. И по моему представлению, в парламент была названа кандидатура Делба Мананы Юрьевны. И парламент единогласно проголосовал, и кандидатура Мананы Юрьевны прошла. И сегодня я ее представляю вам как руководителя наших судебных органов Верховного суда. Надеюсь на то, что вы все поддержите, будете рядом. И работа судебных, еще раз говорю, органов власти для государства самая важная. Ветвь власти, которая должна активно участвовать во всех процессах строительства государства. Манана Делба сменила на посту главы Верховного суда Умара Бирулава, который с 26 октября 2017 года исполнял обязанности председателя Верховного суда республики. Манана Делба имеет большой опыт работы в судах. В 1997 году была назначена заместителем председателя арбитражного суда Абхазии. В 2010 году решением квалификационной коллегии судей Манане Делба присвоен первый квалификационный класс. В 2015 году Делба назначена судьей арбитражного суда Абхазии. В 2017 году вошла в судейский состав Верховного суда Абхазии. Манана Делба поблагодарила главу государства за оказанное доверие и коллектив за теплый прием, отметив, что материально-техническое обеспечение судейского сообщества сегодня позволяет вести работу на самом высоком уровне. Я благодарна очень коллективу Верховного суда, который меня принял, очень тепло принял. Спасибо огромное. Безусловно, благодаря их работе, их труду я смогу только какие-то, может быть, если будут необходимые изменения. Председатель суда не может вмешиваться в деятельность судей, судьи независимы, может им помогать, что касается материально-технического обеспечения, чтобы качество работы повышалось, чтобы им никакие технические моменты не мешали. Вот. Но это одна семья, которая должна работать в целом на авторитет судебной власти. Затем Рауль Хаджимба осмотрел обновленное здание Верховного суда Республики Абхазия. 26 марта президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам работы с обращениями граждан об оказании материальной помощи из резервного фонда президента. В совещании приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба, исполняющий обязанности министра финансов Ирма Амичба, министр здравоохранения Тамас Цахнакия, министр труда, занятости и социального обеспечения Руслан Аджба, депутат парламента Алхас Джинджоля. Участники совещания отметили, что зачастую получатели материальной помощи не используют ее согласно намерениям, указанным ими в соответствующих заявлениях. В этой связи по итогам совещания было принято решение создать рабочую группу в составе представителей Министерств здравоохранения, финансов, труда, занятости и социального обеспечения, Народного собрания, общественности, которая будет изучать обращения граждан об оказании материальной помощи из резервного фонда президента. Сегодня же в Министерстве здравоохранения Абхазии прошло совещание с представителями Минздрава Российской Федерации, посвященное подготовке к реализации соглашения о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан и соглашения об организации медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. На рабочей встрече с российскими коллегами абхазская сторона подтвердила готовность в реализации соглашения об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнакия на брифинге. Мы подробно рассмотрели готовность существующего регистра
инвалидов, оформлены заявки на получение медикаментов. Также мы подготовили необходимые условия в соответствующих лечебно-профилактических учреждениях амбулаторно-поликлинического звена, обеспеченности необходимым программным обеспечением и ряд других технических вопросов, которые необходимо было в рамках наших обязанностей по соглашению осуществить и на месте посмотреть в пунктах выдачи этих медикаментов. В воскресенье утром в лесном массиве Сухумского района около железнодорожных путей произошел взрыв, в результате которого скончался мужчина. Личность погибшего установлена. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Место, где произошел взрыв, расположено в селе Гумиста Сухумского района, в 70 метрах от железнодорожного полотна в лесной заболоченной местности. Взрыв был такой силы, что останки погибшего раскидало по территории радиусом в 50 метров. Приехавшим практически сразу на место происшествия сотрудникам МЧС потребовалось немало времени и усилий, чтобы собрать фрагменты тела. Останки погибшего в тот же день доставлены в морг. Как сообщает Генпрокуратура, по результатам опознания была установлена личность погибшего. Им оказался Латария Беслан Патович, 1960 года рождения, проживающий в селе Гумиста Сухумского района по улице Братьев Изугбая. Беслан Латария – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона. Имел ранения, жил один, не семейный. В ходе обследования места жительства погибшего была обнаружена записка, предположительно написанная гражданином Латария, в которой он просил родственников не искать его. На данный момент прокуратурой Сухумского района выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская и взрывотехническая экспертиза. Сария Смырлеон Адлиба, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Мы с глубокой скорбью восприняли известие о произошедшей трагедии, результатом которой стали многочисленные человеческие жертвы. В этот трудный час мы вместе с вами, с родными и близкими погибших, переживаем эту тяжелую утрату и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, отмечается в частности в соболезновании. В минувшие выходные в Абхазии находилась делегация российских специалистов во главе с заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатовым. Члены делегации побывали во всех районах Абхазии, ознакомились с ситуацией, связанной с распространением на территории нашей страны опасного вредителя мраморного клопа. А в воскресенье состоялось расширенное совещание с участием руководства Абхазии, глав районных администраций и научного сообщества страны по вопросам координации действий по борьбе с мраморным клопом. В пленарной части совещания принял участие президент Рауль Хаджимба. Репортаж Ирины Аршба. В составе представительной делегации из России 44 специалиста, которые приехали в Абхазию, чтобы на месте изучить масштабы проблемы и выработать план конкретных мер по борьбе с опасным насекомым-вредителем мраморным клопом, распространяющимся с катастрофической скоростью на территории республики. В субботу члены делегации побывали во всех районах Абхазии и убедились, что вопрос не терпит отлагательств. Чтобы сохранить урожай этого года и, главное, не допустить дальнейшее распространение вредителя, необходимо быстро и эффективно реагировать. В пленарной части совещания принял участие президент Рауль Хаджимба. Приветствуя гостей, глава государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество участников совещания, в результате которого будут выработаны эффективные меры совместной борьбы с вредителем. Речь идет не только о спасении сельскохозяйственных культур, но и о сохранении экологического равновесия как на нашей территории, так и в соседней с нами Российской Федерации, подчеркнул президент. Для обсуждения этой острой проблемы и нахождения способа ее разрешения собрались руководители и ведущие специалисты Абхазии и России в области растениеводства, механизации, химизации, защиты растений, а также сельского хозяйства в целом. Встреча такого рода несет в себе большую пользу для разрешения сложившейся ситуации. Выражаю надежду, что в конструктивных и плодотворных дискуссиях участники сегодняшнего совещания смогут разработать наиболее эффективные меры совместной борьбы с вредителем и создать пошаговый план мероприятий для уменьшения его популяции.
Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал о проделанной работе по борьбе с мраморным клопом. В прошлом году на эти цели было выделено порядка 8 миллионов рублей. В этом году 10. Были закуплены и завезены ядохимикаты, обработаны сельхозугодья, но ощутимых результатов это не дало. Экологически чистая продукция сельского хозяйства Абхазии является брендом и важной составной частью экспорта республики. В прошлом году республика потеряла практически 60% урожая орехов фундука и 50% цитрусовых. Для страны это достаточно серьезные потери. Кроме того, если не удастся остановить распространение мраморного клопа, вывозить произведенные в Абхазии овощи и фрукты будет проблематично из-за ввода ограничений на абхазо-российской границе в связи с карантином. Россия готова оказать нашей стране всемирную помощь, так как разработка мероприятий по борьбе с вредителем важна и для проведения последующих профилактических действий на территории России. Сейчас самое главное в ближайшие 2 недели провести механическую сборку вредителя. В качестве стимула Минсельхоз России обещает вознаграждение 1000 рублей за килограмм насекомых, которые затем будут использованы для лабораторных исследований. Делегация очень компетентна. По сути дела, это специалисты, которых призваны выработать, доработать вместе с абхазскими коллегами стратегию борьбы с этим злостным вредителем. И мы четко понимаем, что по мониторингу, который был вчера проведен, наши дела по состоянию на сегодняшний день, безусловно, большая работа проведена, но пока клуб побеждает нас. Специалистами России предложены 5 видов препаратов, которые могут обеспечить защиту всех культур, производимых на территории Абхазии. Обработку необходимо начинать уже через 2 недели. В данное время мраморный клоп выходит из спячки. Сейчас он наиболее голоден и уязвим. Обрабатывая растения, которыми он начнет питаться в первую очередь, можно существенно снизить популяцию вредителя. Вот в этот период самое важное – обработать те места, где клоп будет проходить дополнительное питание перед тем, как начать спариваться. Как показали наши наблюдения в регионе, это те культуры, которые плодоносят в самом начале лета. Когда мы будем понимать, что клоп уже настолько активизировался, что он начинает выходить из мест зимовки, обработки в первую очередь должны быть подвергнуты именно насаждению этих культур. Лавровишня, шелковица, реаботрия или мушмула, как мы ее называем здесь, да. По итогам совещания составлен пошаговый план мероприятий, который будет проводиться вплоть до входа насекомого-вредителя в следующую зимнюю спячку. Механический сбор клопов, затем химическая обработка плантаций. Следующая фаза – уничтожение оставшихся насекомых с помощью феромоновых ловушек, после чего поиск личинок на листьях растений и завершающая фаза – установка картонных ловушек в домах людей. Все эти мероприятия должны быть выполнены четко и в срок. Мы начали работу, совместный план действий наметим, и далее, вы знаете, созданы оперативный штаб по поручению президента, и в районах созданы штабы. Будем соответствующим образом подходить к решению этой проблемы, поскольку она для нас очень значимая, и у нее могут быть очень тяжелые последствия, если мы своевременно и эффективно не отреагируем на эти вызовы и угрозы. В течение недели стороны должны согласовать сроки проведения работ, а также количество финансовых средств, необходимых на их проведение. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия с недоумением восприняли эмоциональные высказывания президента Республики Беларусь Александра Лукашенко во время его визита в Тбилиси. Александр Лукашенко на встрече с президентом Грузии Маргелашвили выступил с громким заявлением об Абхазии. «Я как-то доезжал до Сухуми, и дальше у меня не получалось в советские времена», — сказал он, а также посетовал на то, что сейчас в Абхазию никому невозможно приехать, и прекрасный любимый край превратили непонятно во что. Вызывает сожаление, что Александр Григорьевич рассуждает об Абхазии в контексте территориальной целостности Грузии, отметили в МИД Абхазии. Между тем, главе белорусского государства должно быть хорошо известно, что Республика Абхазия является не краем Грузии, а государством, суверенитет которого в 2008 году после агрессии Грузии в Южной Осетии был официально признан Российской Федерацией, подчеркнули в нашем внешнеполитическом ведомстве. В МИД Абхазии считают недостойным лидера Республики Беларусь, союзного с Россией государства, озвучивать подобные заявления, оскорбляющие Республику Абхазия.
26 марта президент Рауль Хаджимба подписал указ о призыве в апреле и июне 2018 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. Согласно указу Кабинету министров, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия. 27 мая состоятся повторные выборы депутата Сухумского городского собрания в избирательном округе номер 14. Такое решение было принято на заседании городской избирательной комиссии. Выборы пройдут в связи с тем, что депутат от этого округа Давид Мирзаян сложил свои полномочия. Выдвижение кандидатов в депутаты будет проходить с 17 апреля по 6 мая. Регистрация кандидатов с 7 по 17 мая. И в завершение выпуска на погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. В первой половине дня местами возможен кратковременный слабый дождь. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21 градус. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.